Так, добрый вечер, дорогие друзья. Я сегодня провожу, как мы и договаривались в прошлый раз, прямой эфир в 4 социальных сетях: в Инстаграме, Фейсбуке, ВКонтакте и в Одноклассниках. Поэтому просьба направлять свои вопросы. Я с удовольствием буду на них отвечать. Смотрю, здесь очень много уже народу присоединяется. Хочу сказать, что эта практика мне в прошлый раз очень понравилась, так, и мы, конечно же, будем в дальнейшем ее использовать и, в общем, будем работать вместе. Вот. Вопросы начинают появляться. Вот спрашивают: добрый вечер, как вы провели День семьи? День семьи я провел, на самом деле, целый день в работе. Я с утра прилетел из Нирингри, целый день был на работе и вечером уже приехал домой, но уже ехал домой, было совсем другое состояние, приподнятое, радостное. Супруга с дочкой тоже подъехали позже, потому что дочка сейчас тренируется, танцует, ну и потом они приготовили очень вкусный ужин, так, и мы там часов в 11 поужинали все вместе с семьей, так. И, конечно же, День семьи, любви и верности — это очень хороший, очень добрый праздник. Уверен, что все семьи в нашей республике тоже его отметили вместе. Так, вот пишет здесь, так, вот здесь что-то у меня немножко зависло. Так, спрашивает Егор Слободчуков: открыли ли вы купальный сезон? Нет, знаете, купальный сезон я открыл в январе месяце, когда купался в Крещенской проруби, так, вот если так сказать. А летом этого года пока, к сожалению, у нас работа такая напряженная, что я пока никак, не поверите, пока еще даже не искупался. Вот, надеюсь, мы это сможем компенсировать. Так, спрашивают, что вы думаете о случае с Арьяном Тютериным? Ну, уверен, это вопрос как раз связан с чемпионатом России, где его просто самым бессовестным образом засудили. Но, конечно же, вот это очень прискорбно, что даже на таких больших чемпионатах, как чемпионат России, такие вещи у нас происходят. Буквально за секунду до конца схватка человека взяли и влепили предупреждение, в результате которого он проиграл. Ну, мы на самом деле вмешались, там на месте была команда тоже от Федерации спортивной борьбы республики во главе с Витей Лебедевым, они там достаточно эмоционально тоже спорили. Вот. Потом разборки были на уровне уже руководства федерации, но я звонил уже из Нирингри Джамбулату Ильичу Тедееву. Так, мы договорились, что Арьян сейчас поедет на турнир Циолковского, который будет в Польше в начале августа, и с ним поедут вот новый чемпион России и прошлогодний чемпион мира Угуев, который в этом году на Европейских играх проиграл. И вот у кого из этих троих будут лучшие результаты, ну, тот и поедет на чемпионат мира, который будет в Казахстане. Вот. Ну, надеюсь, что Арьян проявит свои самые лучшие борцовские качества, сможет хорошо подготовиться, настроиться и докажет, что он на самом деле сильнейший борец у нас в стране. Так, как можно получить поддержку на реализацию социального проекта? Она имеет направление для детей с инвалидностью. Здесь на самом деле у нас в республике достаточно таких много разных форм поддержки. Вы можете обратиться прямо в правительство республики на имя Ольга Валерьевна Балабкина. Она все такие предложения рассматривает, и по мере возможности мы их поддерживаем. Так, ну, если что, пишите мне сюда. Так, это, я так понимаю, у меня или в ВКонтакте, или в Одноклассники стоят. Вот. Так, хотелось бы задать вопрос об ученическом самоуправлении в Мирнинском районе. Она очень не развита, пишет мне вот Владислав Шайкин. Ну, конечно, это плохо, то, что ученическое самоуправление в Мирнинском районе, одном из крупнейших районов республики, не развито. Так? Но здесь, конечно же, должна быть инициатива со стороны школьников. Если такая инициатива есть, если она реально приносит пользу, видны активисты, конечно, такие вещи надо поддерживать. Уверен, что в Мирнинском районе, еще раз говорю, одном из самых крупных наших районов, самоуправление ученическое должно быть. Так, сколько чашек кофе вы выпиваете в день? На самом деле кофе я пью крайне редко, только если очень сильно устаю после перелетов, обычно там одну чашку выпью, не хватает. Так? Чай зато пью, да, чай много пью. Так, ой, спасибо за селфи, мне тут благодарят. Так,
у меня их достаточно много бывает. Так, недавно президент подписал указ о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям. Куда обращаться по этому вопросу? Ну, обращаться надо в банк, который выдал вам ипотечный кредит. Там система такая, что если ребенок родился после 1 декабря 2019 года до 31 декабря 2022 года, то могут компенсировать часть или весь ипотечный кредит, но сумма там ограничена 450 тысячам рублей. И вы, если в банк обращаетесь, банк после соответствующей проверки ваши документы отправляет в уполномоченную организацию, уполномоченный банк Дом РФ, и вот он уже перечисляет сумму компенсации за вас в уполномоченный банк, который выдал вам ипотечный кредит в свое время. То есть система там достаточно, ну, по крайней мере, на бумаге простая. Сейчас эта система уже начинает работать. Дай бог, многие жители нашей республики этим воспользуются. Так. Мой вопрос не к месту, но все же вы любите кошек. Вы знаете, я кошек не очень люблю. Так? Будет ли республика строить высшую школу музыки, пишет мне Александр Сидоров. Мы планируем, что высшая школа музыки, конечно же, новое здание ее должно быть построено вот в ближайшие 5 лет. Сейчас, как вы знаете, мы будем строить крупнейший культурный объект, это Архизский центр культуры и искусств, в котором у нас будут как раз Государственная филармония располагаться новая. А затем, ну, уже в ходе ее строительства мы, конечно же, хотим обновить полностью высшую школу музыки, в том числе построить для нее новое здание, потому что старое здание, оно свою роль сыграло, но сегодня уже оно морально и физически уже устарело. Так, когда будет приют для животных? Ну, приют для животных, я всегда придерживался мнения, что это должен быть частный проект. Если нужно, то, по крайней мере, руководство города об этом тоже говорило. Город готов это был поддержать. Я надеюсь, что Сардана Владимировна и дальше будет поддерживать такой проект. Так, как продвигается подготовка к строительству Ленского моста? Она идет своим ходом, в принципе, работы идут. Я достаточно регулярно об этом отчитываюсь. Хочу сейчас сказать, что мы на верном пути. Сейчас мы прошли в проект дальневосточной программы, которая, мы надеемся, будет в сентябре утверждена. И в этом случае, конечно же, мы верим, что уже в 2024 году, к концу 2024 года, реально мост может быть построен. Так. Аян Николаев пишет: вы можете, пожалуйста, передать привет моей маме Вере Прокопьевне Плотниковой. Заранее благодарю. Привет вашей маме Вере Прокопьевне Плотниковой. Так, какая должность у вас? Моя должность — глава Республики Саха-Якутия. Тут, по-моему, человек из-за границы пишет. Так, теперь здесь вопросов пока нет. Так, когда будет построен подъемник на Ленских столбах? Коллеги, но на самом деле я думаю, что далеко совсем не скоро. Это объект природного наследия, так, ЮНЕСКО, и одним из условий как раз является то, что мы должны эти природные красоты сохранять в первозданном виде. И любые там какие-то улучшения человеческие, да, ЮНЕСКО рассматривает крайне нежелательными. Вот даже то, что вот мы сейчас сделали там лестницы в прошлом году, стало гораздо удобнее подниматься, но если мы будем там какой-то электрификацией и так далее заниматься, я не думаю, что мы будем в этой части поддержаны ЮНЕСКО. Поэтому тут надо понимать, что статус природных таких парков, природного наследия человечества, оно имеет также свои ограничения. Так, какова судьба ЯПТА? Ну, якутское предприятие по торговле алмазами, оно сохраняется, оно работает. Другой вопрос, конечно, что, к сожалению, за последние многие, уже несколько лет достаточно серьезно упали уровни продаж сырья через ЯПТА по компании «Алроса», так, но при этом и сортировка, и комплектация, скажем так, алмазного сырья в ЯПТА, все работает, люди там опытные, поэтому я пока не вижу никаких оснований говорить о том, что ЯПТА сегодня-завтра будет там закрыта и на этом ее история закончится. Так. Когда будет разрешено строительство СЖС на хатасских участках? Ну, на самом деле, хатасские участки, которые с правой стороны, если выезжать из города, на них и сегодня можно строить. С левой стороны, это пока город их не переведет в зону СЖС, разрешения давать нельзя.
Вот, к сожалению, я сейчас вот езжу достаточно часто, вижу, что там у нас люди строятся, но должны понимать, что в последующем могут быть у этих товарищей проблемы. Будет ли дорога Амга федеральная? Мы бы хотели, чтобы она была федеральной, но пока, к сожалению, Росавтодор не видит оснований дорогу Амга принимать как федеральную дорогу. Вот. Мы сейчас работаем с Хабаровским краем, чтобы эта все дорога приобрела такое межрегиональное значение, от Амги через Узмаю пошла на Хабаровский край. Вот. И если мы сможем это доказать, сможем доказать и экономическую целесообразность такой дороги, социальную ее важность, дальнейшего ее строительства, то когда-нибудь, может быть, она и будет передана на федеральный уровень. Правда ли, что выборов глав наследников не будет? Нет, неправда. Сегодня законы республики говорят о том, что выборы глав наследников должны быть. Так? Другой вопрос, насколько они в некоторых местах целесообразны, где у нас вот орган местного самоуправления, там живет 100-200 человек, у них всех доходов за год не хватает там на то, чтобы месячную зарплату главы заплатить. Так вот, это вот тоже другой вопрос. Так, приезжайте в Нерюнгри 3 августа. Нет, я 3 августа в Нерюнгри не буду. Так, я в Нерюнгри и так вот сейчас практически 4 дня был на прошлой неделе. Сейчас я поеду туда на День шахтера. Так, Убаянскую школу Нюрбинского ВУЗа можно или нет ускорить строительство школы? Я в Нюрбе скоро появлюсь, так, и эти вопросы мы в том числе тогда с руководством района рассмотрим. Почему у нас цены на бензин высокие? Ну, потому что у нас нет собственного производства бензина на территории. Мы везем его за несколько тысяч километров, вот в результате идет колоссальнейшее удорожание. Поэтому пока у нас собственное производство бензина не будет, у нас, к сожалению, цены на бензин будут высокие. Так, когда снесут дома по Тимирязева 31, 3 дома стоят, так. Ну, здесь надо понять, дома эти у нас аварийные и не аварийные. Если аварийные и признаны такими, то в период с 12 по 17 год они будут снесены в ближайшие 5 лет. Если они не были признаны аварийными, то здесь надо уже смотреть, можно ли там какую-то комплексную застройку делать. Вот. Какая может быть жилищная поддержка семьям немногодетным с одним работающим? Ну, по жилью, в принципе, сейчас достаточно много разных программ по стране начинает работать, но все-таки главные критерии – это помощь тем семьям, у которых уже рождается третий ребенок, может быть, второй ребенок, так, разные вот варианты сейчас рассматриваются. Все-таки критерий – это появление детей. Так, когда начнется строительство федеральной дороги через Ленск? Ну, мы много раз про это говорили. Дорога на Ленск и дальше на Иркутск, это продолжение дороги в Вилю, оно должно быть. Единственное, пока что мы сегодня, в чем мы продвинулись за последний год, это то, что трасса, которая раньше шла, не затрагивая ее направление город Ленск, эта трасса сейчас пойдет уже через город Ленск. Такое согласие Росавтодора получено, но надо понимать, что проект супердорогой. Одно проектирование трассы – это около порядка 6 миллиардов рублей, только проектирование. Вот, поэтому говорить о том, что эта трасса у нас будет построена в ближайшие годы, нельзя. Другой вопрос, что ответвление от Мирного до Ленска мы все-таки планируем, что в ближайшие 6-7 лет будет окончательно все нормальным образом в асфальтовом исполнении все-таки сделано. Так, есть ли события, о которых вы жалеете? Ну, я думаю, что у каждого человека есть такие события, о которых он жалеет, и они у меня тоже есть. Так, когда сделают дорогу на Ильминской? Ну, вопрос на самом деле городу Якутску, так, когда Ильминская будет сделана. Пока все-таки планы по городу Якутску, они сверстаны с учетом того, что мы должны делать в первую очередь крупные дороги. Я эти планы согласовал. Это вот Объездное шоссе, Хатынь-Урякское шоссе. В этом году делается также и Красильникова, ну и ряд других улиц. Так, и надеюсь, что в ближайшие 5 лет вот в рамках программы по безопасным качественным дорогам, по дорогам столиц субъектов Российской Федерации будут выделены беспрецедентно большие деньги на город Якутск, порядка 1,5 миллиарда каждый год, и в том числе и Ильминская будет в хорошем таком нормальном уже состоянии. Так, сколько компьютеров у вас сейчас включено? У меня сейчас ни один компьютер не включен, у меня 4 телефона включено. Так, я лицо из числа сирот, мне скоро исполнилось 24 года, окончил университет, но жилье до сих пор не выдано.
куда можно обращаться. Но это надо сейчас вам становиться в очередь, так, если вы до сих пор не получили, и ставить этот вопрос. Если вам по каким-то причинам, как вы считаете, необоснованно отказали, ну, необходимо жалобу, в том числе и в органы прокуратуры, писать. И могу точно сказать, что в каждом таком случае идет отдельное разбирательство, и если права были ваши нарушены, они будут восстановлены. Так, какой ваш любимый цвет? Синий. Так. Развейте слухи, что вы якобы уйдете с повышением на место Трутнева. Но каких только слухов не бывает. Развиваю этот слух. Я никуда не собираюсь, я собираюсь работать на посту главы Республики Саха-Якутия, куда всеми вами был избран. Так, можно ли стать на очередь в многодетную семью, если никто из них не работает? А почему бы нельзя? Я здесь не вижу никаких проблем. Так. В Алдане, когда начнет работать программа по переселению? Так? Ну, на самом деле, по Алдану ситуация меня очень тревожит. Я тоже скоро поеду в Алдан в этом месяце, тоже хочу совещание провести. Самый большой объем аварийного жилья по республике, 181 тысяча квадратных метров, должно быть снесено, люди должны быть переселены, а, к сожалению, очень медленно работают. Вот недавно я замечание главе района сделал, так, ну и глава города там тоже должен подтянуться. Надеюсь, все-таки мы в график войдем, и эта программа, на самом деле, колоссальная программа, в результате которой Алдан вообще практически будет перестроен, все-таки будет реализован. Так, у Салданга Хахан Каляхил Джагат. Ну, в Усалдан мы, наверное, не в ближайшие месяцы поедем, но к осени поедем, потому что у нас Усалдан — это столица следующих наших игр, спортивных игр в Якутии. И, конечно, мне надо там оргкомитет провести, еще раз определиться с объектами, которые должны быть построены, дать такой толчок для того, чтобы вся инфраструктура к этим спортивным играм, она у нас была соответствующим образом подготовлена, и игры прошли на хорошем, высоком уровне, на таком же, как и вот игры у нас в МГ, которые недавно завершились. Так, пишут: здравствуйте, Ясен Сергеевич, хотел бы к вам на прием записаться, когда примете, где записаться, в канцелярии, но... Так, после этого сразу Виталий Абенин тот вопрос задал. Но по приему личному, на самом деле, коллеги, надо понимать, что ко мне просятся на прием сотни, если не тысячи людей. Всех вот личный прием устраивать не могу. В любом случае, любое ваше рассмотрение, которое приходит в мой адрес, здесь компетентными нашими специалистами обязательно рассматривается. И хочу сказать, что любое ваше предложение, которое высылают в том числе и вот на социальные сети, оно здесь не пропадает, и мы меры по возможности всегда принимаем, там где их можно принять. Виталий Абенин у меня спросил насчет вот сегодняшнего визита ФСБ в Дом правительства 1, как я могу сказать, что могу прокомментировать. На самом деле визит этот длился порядка 20 минут, были изъяты документы, касающиеся уголовного дела, начатого по преступлению, совершенному в 2013 году, по одному из работников УПУРДОРа республики. Об этом много уже писали в свое время. Ну и сегодня были взяты пояснения у первого зампреда правительства, в Министерстве транспорта, дополнительные документы получены. Ну и потом соответствующим образом эта работа будет правоохранительными органами доведена до конца. Те, кто вот совершил тот подлог, в результате которого несколько миллионов рублей было похищено из бюджета республики, они, конечно, должны ответить по закону. Ну а что касается там инсинуаций, что там какое-то дело 18-19 года, это абсолютно ложь. Там еще есть вопросы по делу по контракту УПУРДОРа 2017 года. Вот. Там тоже есть вопросы, связанные с качеством приемки документов и так далее. Но я думаю, еще раз говорю, правоохранительные органы в этом разберутся. Я и с руководителями Следственного комитета, с руководителями Федеральной службы безопасности на контакте нахожусь. Еще раз говорю, там никаких возбуждений уголовного дела против Колодезникова, как многие уже успели написать, ничего такого даже близко нет. Была просто выемка документов. Так, мне тут желают здоровья, так как у меня трудная, сложная и неблагодарная работа. Ну, большое спасибо. Так, что делать с эстонскими партнерами по мусору? Ну, вы знаете, здесь на самом деле очень простая ситуация.
город никак не может понять, что он сегодня фактически сам управляет этим предприятием Якутской Осетии. Эстонцы вообще не вмешиваются в процесс управления. Другой вопрос, что и денег не дают, так, но это вот плохо. Так, но с точки зрения управления город может управлять как хочет. К сожалению, то ли не хочет, то ли не может. Поэтому придется скоро правительству вмешаться. Мы на эту тему с Арданой Владимировной разговаривали, у нее есть понимание этой ситуации, и я думаю, что вместе мы решение данного вопроса найдем. Но, к сожалению, еще раз говорю, что очень прискорбно, что руководители коммунального комплекса города, точнее руководитель, никак на эту ситуацию вот за эти уже многие месяцы никак в лучшую сторону не смог повлиять. Так, как часто будут переводить якутские произведения на иностранные языки? Ну, на самом деле такая работа идет, и достаточно, по-моему, планово она идет. Наши произведения наших классиков переводятся. Вот недавно произведение Платона Юнского на азербайджанский язык было переведено. Надеюсь, что вот такая работа по переводу классиков нашей литературы на языки других стран мира будет продолжаться. Так, теперь, почему пожары не тушат в начальных этапах, ведь есть спутники и так далее? Ну, на самом деле пожары тушат на начальных этапах. Мы в этом году видим, что среднее время реагирования и начала тушения пожара уже в районе суток. Вот. Другой вопрос, что, к сожалению, во многих случаях там, где пожары находятся в труднодоступных местностях, так, ну, тушить их просто физически нет возможности, потому что даже вертолетом туда долететь очень сложно, а если вертолет туда долетает, он обратно уже не может даже вернуться. Так. И вот таких пожаров у нас достаточно много. Ну а что касается верхоянских пожаров, то, к сожалению, на начальном этапе это были рукотворные пожары, когда люди делали сельхозпалы и, к сожалению, пренебрегли правилами противопожарной безопасности, которые по всей республике сегодня соблюдаются. В результате этого пожары вот перешли с сельхозземель на земли нелесного фонда, потом на земли лесного фонда. Реакция на местах была достаточно слабая, и к моменту, когда уже мы были вынуждены вмешаться, на самом деле пожары уже достаточно далеко пошли. Вот. Сегодня хочу сказать, что вот по состоянию на вчерашний день мы все-таки видим, что по пожарам мы почти в 2 раза лучше ситуация, чем по периоду прошлого года. У нас пожары в основном пока в северной части, но есть ряд пожаров в Западной Якутии, Нюрбинском, Алекинском районах. Надеемся, что все-таки вот ситуация прошлого года, когда была очень сильная задымленность и в Центральной Якутии, в многих населенных пунктах, все-таки мы сможем в этом году избежать. Так. Когда собираетесь в отпуск? Ну, хотелось бы в отпуск в августе, например, сходить хотя бы дней на 10, ну, посмотрим, как у нас пойдет по работе ситуация здесь, потому что вопросов очень много, и строительный сезон, и реализация у нас проектов, ремонт дорог, вот у города достаточно много разных вопросов возникло так, которые надо на моем уровне придется решать, так, поэтому ну, посмотрим. Так, Сахалгаларгар федеральную субсидию көрүллер до. Ну, по субсидиям на сельское хозяйство, в том числе на коневодство, ну, субсидии иногда предусматриваются, потом они исчезают, так вот именно по нашим лошадям такое есть. Мы недавно, кстати, с Егором Афанасьевичем Борисовым как раз обсуждали этот вопрос, он сейчас в Совете Федерации один из руководителей Комитета по аграрной политике, и надеемся, что мы, в том числе с его помощью, вот эти вопросы закрепления на постоянной основе субсидий из федерального бюджета на именно на наших лошадей мы все-таки сможем решить, и это будет из федерального бюджета такая помощь нашему бюджету. Так, ваш самый нелюбимый предмет в школе и университете? Ну, честно скажу, что по университету у меня нелюбимый предмет был история КПСС. Ну, это время такое было перестроечное, поэтому мы историю КПСС у нас никто не любил на физфаке МГУ. А в школе, ну, наверное, черчение. Так, с черчением я так не очень его тоже любил. Так, будут ли гранты главы Якутии по аналогии вашей инициативы «Народный бюджет»? Ну, на самом деле, такие гранты у нас по республике уже есть, и на самом деле очень хорошо эта программа идет. Она, если вот ее называть научно, это программа партиципативного бюджетирования, когда население своим сходом решает, что строить на своей территории, потом уже
выделяются деньги из бюджета и выделяются деньги уже непосредственно самим населением или предпринимателями, и какие-то проекты реализуются, в том числе строительство скверов, обустройство каких-то социальных объектов. Поэтому у нас в республике это работает, мы на это выделяем порядка 500 миллионов рублей, и очень активно у нас наслега в этой программе работают. Ну и народный бюджет в городе Якутске тоже продолжает свою работу. Как сейчас обстоят дела с пожарами на территории республики? Еще раз хочу подчеркнуть, что сейчас ситуация стабильная, у нас роста пожаров нету. Вместе с тем сокращение их пока тоже незначительное, потому что у нас они в основном пока идут по Верхоянскому району, по другим районам, где, к сожалению, пока такая достаточно сухая погода стояла. Вот. Так, вопрос, кто ваш герой? Я про это говорил, по-моему, в одном из прямых эфиров, о том, что, конечно, пример в таком глобальном мировом смысле для меня в политике это Ли Куан Ю, человек, который сделал Сингапур одной из таких ведущих государств в области инноваций, в области управления, сделал Сингапур городом счастливых людей, богатых людей. Ну а что касается республики, то тут, безусловно, я об этом тоже всегда говорю, это Михаил Ефимович Николаев, который тоже нашей республике дал очень серьезный шанс на развитие. Так, есть предложение открыть постоянную тренировочную базу для лучших бойцов в Подмосковье. Такие предложения достаточно часто МОЭДОС поступает именно по созданию постоянной базы для наших спортсменов где-нибудь в Москве, Подмосковье. Этот вопрос Минспорт рассматривает. Конечно, надо понимать, что, коллеги, что это очень большие затраты из бюджета республики, так, и просто так на них пойти будет трудно, но в то же время есть интересные предложения государственно-частного партнерства. Мы поэтому обязательно будем это смотреть. Так, чего боитесь больше всего? На самом деле я больше всего боюсь, и тревожусь, когда у меня родные болеют. Вот это, наверное, для любого другого человека это так оно и есть, когда с родными, близкими что-то плохое происходит. Так. Почему нет субсидированных рейсов полярных? Вопрос правильный. Мы на самом деле сейчас видим, что география субсидированных рейсов растет, и вопрос о таком субсидировании рейсов, которые у нас удачно летают, тоже надо ставить. Так, когда ждем в Алепме? В Алепме я буду завтра. Так, хоть одно слово про сокращение медицины. В медицине у нас нет сокращения, у нас в медицине на самом деле есть достаточно большой дефицит. Другой вопрос, что во многих районах назрела необходимость правильного упорядочивания структуры здравоохранения. Оно у нас, знаете, в том же Нерюнгинском районе с 90-х годов. Огромное количество объектов, огромное количество учреждений, огромное количество начальников, а качество здравоохранения ниже плинтуса. Вот здесь, конечно же, мы должны понимать, что мы будем принимать управленческие меры для того, чтобы структуру упорядочить, сделать ее эффективной, и чтобы, на самом деле, наше здравоохранение людей лечило, людям оказывало соответствующие хорошие медицинские услуги высокого качества. Какой фильм вы можете пересматривать бесконечно? Игорь Попов спрашивает. Знаете, я фильмы люблю смотреть, когда есть время, и сериалы, и просто фильмы. Так просто, к сожалению, в последнее время фильмов очень мало. Времени остается мало на фильмы. Я больше фильмов сейчас смотрю, наверное, в самолетах. Есть и якутские фильмы смотрю, и иностранные. Но если говорить о любимых фильмах, то, наверное, это, как и для многих людей моего поколения, это все-таки советские фильмы. Это, наверное, комедии, да. Я еще раз «Бриллиантовую руку» я готов. Если не каждый день, то раз в неделю точно могу смотреть. И каждый раз смеяться. Так. По травматологии задают вопрос, почему на последнем этаже, как-то надо решить все это. На самом деле я уже дал поручение по травматологии. Этот вопрос, я еще, будучи главой города Якутска, мне его постоянно ставили. Так, мы все-таки будем делать там лифт для того, чтобы люди с травмой могли попадать сразу в приемное отделение. Так, что вы любите больше всего, соленое или сладкое, зима или лето? На самом деле я люблю больше всего раннюю осень. Так, соленое или сладкое, в зависимости от ситуации. Так, иногда и соленого хочется, иногда и сладкого. Так, по Саталу вопрос, почему-то не могут они оформить землю
помогите решить эту проблему. Но я с Арданой Владимировной переговорил, на самом деле она достаточно планомерно вот земельными вопросами занимается, и если есть такой вопрос, тем более для многих людей, то, конечно же, мы вместе с ней эту проблему постараемся решить. Уверен, что получится. Так, здесь вопрос по рабочему плану на август месяц, встреча с представителем опоры России. Ну, здесь, коллеги, надо вот по встречам и так далее все-таки выходить и официально письма писать и договариваться о встречах. Обедин Виталий пишет, ваши кони тихо ходят. Так, ну, наверное, тихо ходят, причем-то тихо или быстро. Так. Что вы думаете насчет открытия дороги по Короленко? На самом деле, вот то, что она была в свое время закрыта, это на самом деле абсолютно неправильно, потому что в центре у нас и так достаточно напряженное движение по Якутску, так, и из-за того, что кто-то неправильно посадил в свое время один жилой дом, закрывать целую улицу, это на самом деле неправильно. Лучше уж поставить специальные шумопоглощающие стенки, сделать правильное ограждение, но все-таки Короленко надо будет когда-нибудь открывать. Так, когда будет переселена аварийного дома в Генбургском районе? Ну, программа есть, программа работает, и согласно этой программе будет переселение. Так, пишут про погорельцев, к сожалению, ну, потом посмотрим, здесь очень быстро идет, к сожалению, там адреса не было. Так, какое будущее у Якут-Угля? У Якут-Угля нормальное абсолютно будущее, несмотря на то, что запасы Нервинского непосредственно самого месторождения, они истощаются, но есть ряд других месторождений, на которых Якут-Уголь, я уверен, будет еще долгие годы работать. Так, обещали новые автобусы в городе Якутске. Где новые автобусы? Ну, это точно вопрос к мэрии, так, потому что новыми автобусами занимается мэрия. Так, перенесут ли взлетно-посадочную полосу в Зырянке? Должны перенести на 9-й километр. Недавно было совещание на уровне Министерства Арктики. Другой вопрос, что этот весь проект у нас стоит чуть дешевле 10 миллиардов рублей. Так, огромная цифра. И пока еще вот мы такой модели под такую стройку еще не нашли и с федеральными нашими коллегами не согласовали. Почему дорогие билеты? Вот я смотрю, там разные мелькают, и Жиганск вот сейчас идет, и Черский был до этого, Чукурдах. У нас, к сожалению, на самом деле очень дорогие билеты на самолеты по внутренним рейсам. Здесь две главные причины – это высокие аэропортовые сборы и высокая стоимость топлива. Вот. Мы пока вот все-таки планируем, что будем добиваться, чтобы аэропортовые сборы были достаточно серьезно снижены, а аэропорты Севера датировались из бюджета федерального. А что касается стоимости топлива, я уже об этом сказал, мы на самом деле сегодня во многие населенные пункты доставляем топливо, которое будет использоваться в том числе уже в 2020-2021 годах. Конечно, его стоимость у нас зашкаливает. Да? И, конечно же, только создание собственного производства сможет каким-то образом эту ситуацию нам облегчить. Ну и мы, конечно, надеемся, что и на внутренние рейсы будут субсидированы. Спрашивают, что с колодезиком. С колодезиком все нормально, он работает, никаких вопросов к нему нет. Так, планируется ли снимать якутоязычные мультфильмы для широкого проката? Ну, если бизнес сочтет таким и интересным, так, и если наши создатели, скажем так, анимационных фильмов будут такие мультфильмы делать, ради бога. Мы просто сейчас объявили о том, что на самом деле со следующего года республика будет достаточно большие средства, каждый год примерно порядка 80 миллионов рублей, направлять на поддержку киноиндустрии, в том числе и на поддержку тех, кто готовит и снимает эти мультфильмы. Так, что нужно делать, чтобы молодые специалисты хотели работать в нашей республике, а не уехать в другие регионы? На самом деле, коллеги, вот это тоже такое заблуждение, что у нас огромное количество уезжает людей и так далее. Очень много людей сюда и приезжает. И на уровне наших промышленных компаний, на уровне бюджетных наших учреждений. Поэтому здесь нам, конечно, надо делать, чтобы условия были для всех одинаковые, качественные, и в том числе, чтобы молодые люди имели возможность на работу поступить.
У нас, к сожалению, почему-то еще, когда мы говорим о молодых специалистах, все почему-то упирается в то, что люди хотят обязательно устроиться в городе Якутске. А республика у нас огромная, и на том же юге, на том же западе сейчас реализуются крупнейшие проекты, куда с удовольствием выпускников и нашего университета Северо-Восточного федерального, и других ребят наших, которые в других местах вузы заканчивают, с удовольствием просто берут, и мы даже не удовлетворяем тот спрос, который у наших промышленных компаний есть. Так, какие впечатления у вас остались после ИСЭХов? Замечательные, хорошие. И ИСЭХ Олонхо, и ИСЭХ Туймады прошли на очень хорошем, высоком уровне. Конечно, всякие погрешности есть, и связанные там и с транспортом, но это проблемы все решаемые. Так, самое главное, что народ зарядился светлой энергией, и, еще раз говорю, впечатления у сотен тысяч людей были просто замечательные. И это главное. И, конечно же, в дальнейшем я уверен, что ИСЭХ, он уже сегодня стал такой, знаете, визитной карточкой для в целом страны, но постепенно он уже превращается в праздник, знаете, международного масштаба. Так, приглашают меня на юбилейный всероссийский слет студенческих отрядов в Кремле. Коллеги, я обещать опять же не буду. У нас, в принципе, стройотряды очень развиты, и уверен, что ребята сами съездят и республику достойно представят. Так, где можно получить бесплатные билеты на культурные и спортивные мероприятия для малообеспеченных? На последние соревнования, о которых мы говорили, это и Кубок мира, и игры в Амге, куда билеты предоставляли бесплатно так для детей. Это все делается через управление соцзащиты. Так, как решается вопрос по укреплению берега Табага-Хатасы? Деньги должны предоставить нам федералы. И, насколько я знаю, буквально на днях по моей просьбе депутат Госдумы Тумусов и замглавы города Григорьев, они встречались с руководством Агентства водных ресурсов страны. И сейчас все-таки достигнута новая договоренность о том, что в случае предоставления проектно-сметной документации, которая у нас в том числе, например, по Табаге уже существует, все-таки эти работы будут включены в план берегоукрепления по Федеральному агентству водных ресурсов. Это федеральные полномочия, то, что касается реки Лена. Так. Расскажите про разыгранные призы на конных скачках. Все знают, какие призы разыгрывались, и тут рассказывать особо нечего. Лотерея была в этом году интересная. Я рад за тех людей, особенно за того коневода из Статинского УСа, который раз в год приезжал всегда на скачки сюда и выиграл квартиру. Это, я считаю, что знак небес. Так, как обстоит дело с загрязнением рек в Вилюйской зоне, в том числе какие меры приняты? На самом деле у нас по загрязнению рек сейчас Министерство природы очень жестко отрабатывает. По Вилюю по этому году у нас нет никаких сигналов по загрязнению. У нас загрязнение было по Южной Якутии, 2 случая, это по речке Верхняя Нюрингинка и по Дежневке. Виноваты там были наши промышленные компании, Якутуголь, Колмар, меры приняты. Я сейчас тоже был в Нермеле с руководством компании встречался, определенное внушение им сделал. Еще раз говорю, там план мероприятий есть. Надеюсь, что в следующем году уже таких проблем точно уже не будет идти. Так. Важный вопрос пропускаете, пишут. Коллеги, у меня здесь на экранах на 4 просто сплошняком идут вопросы. Так. Арктика, Гансайдер. Меры по развитию Арктики мы уже начали принимать. И уверен, что те решения по снижению налогов, по развитию производства, которые сегодня не только в Якутии, но и в целом в стране принимаются, они, конечно, свой позитивный такой резонанс дадут, и результаты у нас точно будут. Пойдет вперед экономические проекты, пойдет вперед и жизнь людей в Арктике. Я считаю, что все то, что мы сейчас в Арктике делаем, это все абсолютно правильно. Так. Кто-то пишет, что мы работаем и уходим на международный рынок. Дуалан Андреев пишет. Хорошо, отлично, что вы уходите на международный рынок. Я, кстати, про это в Фейсбуке у Дуалана читал. Так.
улица Радзинского опять пишет про дороги. Но по дорогам, еще раз говорю, программа пятилетнего города есть, и в принципе по ее окончанию у нас 85% улиц города Якутска должна быть приведена в нормативное состояние. Где вы обедаете и ужинаете? Вот. Что-то народ у меня спрашивает, где я что кушаю. Так? Ужинаю дома практически всегда так, обедаю, ну уж как получится, иногда вообще не обедаю. Вот сегодня, например, не обедал. Так. По земельным участкам очень много вопросов, там, что вот очередь не движется и так далее. На самом деле, конечно же, это проблема, потому что по городу Якутску у нас свободных земельных участков практически нет. Так, и еще уже лет 10, наверное, город добивается в федеральном Рослесхозе увеличения своей территории под то, чтобы вот по Вилюйскому тракту достаточно большие участки, по Намцирскому тракту земли выделять, но, к сожалению, пока Рослесхоз нам достаточно так на регулярной основе отказывает. Но будем работать дальше. Так. Кто-то пишет, что его не поддерживают и так далее. Он хотел вернуть Якутгазпром Республику в собственность, но, знаете, это писать можно все, что угодно, так, а дела 90-х, приватизацию 90-х годов сейчас уже никто не отменит. Так, по водоводу пишут мне по Дюпся. Да, на этот вопрос я знаю, он на самом деле крайне непростой, и вот должен быть все-таки в рамках общей нашей работы правительство, муниципальное образование Усть-Лабянской УЛУС все-таки решен, так, потому что большие деньги были вложены в этот водовод, так, но, к сожалению, работа не была доведена до конца, в том числе из-за ошибок при проектировании. Так, спрашивают, у вас есть домашние животные? То раньше была собака, сейчас, к сожалению, нет у меня домашних животных. Так, спрашивают по аварийным домам по сносу, очень много вопросов. Так, на самом деле, коллеги, вот все аварийные дома, они на сайтах местных администраций есть. Вот какие дома включены в программу и должны быть снесены. Вот, тут и дома в 17-м квартале достаточно большое количество в рамках этой программы есть, и других кварталов города Якутска. Так, тут не платили людям за ГУП ЖКХ за перевозку угля, но здесь надо обращаться к руководству Министерства жилищно-коммунального хозяйства, если сроки уже просрочены. Так, понравилась ли вам Тында? Вы знаете, Тында мне так понравилось. Видно, что люди к празднику готовились, к 45-летию Обамы. Ну и как мне все жители Тынды, с которыми я разговаривал, рассказывали, это первый такой серьезный, такой хороший праздник, который у них состоялся, как они говорят, после Советского Союза. Так. Пишут про дать субсидии на ГСМ на сельское хозяйство во время сенокоса. Но здесь, еще раз говорю, одним субсидиями проблему никак не решишь. Это точно. Здесь надо все-таки работать более системно, чтобы цена на ГСМ у нас в целом была низкая. Потому что, к сожалению, как только мы говорим о субсидиях для одного там сельского хозяйства или для каких-то конкретных получателей, у нас, к сожалению, нам начинается и злоупотребление, и вот достаточно серьезная неразбериха, так, и лучше уж для всех делать, чтобы было дешевле, так. Так, какие крупные экономические проекты реализуются в республике до конца года? Ну, проектов у нас много. Самый главный, который будет завершен в этом году, и это на самом деле событие даже не российского, а мирового масштаба, это то, что 1 декабря газ пойдет по силе в Сибирь. Уверен, что этот проект через несколько лет, конечно же, позволит нашему бюджету республики получать дополнительные доходы, которые очень серьезно помогут развитию республики Саха-Якутия. Благоприятные ли времена в республике для открытия ИП? Я считаю, что да, благоприятные. Мы сегодня делаем очень много для поддержки предпринимательства, и как показывает опрос тех же предпринимателей, мои беседы с ними, на самом деле, конечно, у нас гораздо лучшие условия для бизнеса, нежели чем в других регионах, даже соседних. Так, другой вопрос, конечно, что у нас природно-климатические условия, они как были сложными, так и останутся. Так. Но зато, вот еще раз говорю, с точки зрения поддержки, с точки зрения
скажем так, благоприятной среды, а я считаю, что у нас лучше. Так, добрый день, так, опять по земле. Ну вот по земле очень много участков, я еще разных вопросов по земельным участкам, я их потом все соберу, наверное, мы с Абрамом Владимировной отдельно встретимся, поговорим, потому что тут каждый случай конкретно надо смотреть. Так, по лесам, по Ленскому району есть по лесопереработке. Мы лесопереработкой сейчас активно занимаемся. Это одна из тех отраслей нашей экономики, которая должна такой получить импульс и должна активно развиваться. Что будет с вопросами, на которые вы не ответили? Так, мы их, еще раз говорю, все вопросы они будут систематизированы, и по мере возможности мы через социальные сети, может быть, кому-то лично будем отвечать, потому что вопросов, еще раз говорю, очень много личных вопросов. Так, по строймонтажу 2002 по Портовской автостраде вопрос. Уверен, что все-таки вопрос будет решен, и в этом месяце уже дом будет введен, потому что пора уже вводить. Так, это, конечно, очень серьезная такая безалаберность, я бы так сказал, со стороны застройщика. Когда начнет работать железная дорога, будут ли субсидированные билеты на поезда? Да, у нас 27 июля на самом деле состоится такое тоже очень серьезное событие. У нас железная дорога начнет работать в режиме регулярных пассажирских перевозок. Субсидированные билеты будут все те же, что сейчас действуют в системе российских железных дорог. Ни больше и не меньше. Так, пишут про электроэнергию, какие цены получим, мы не знаем, каждый имеет цены разные. Вот. На самом деле это вопросы, я считаю, что правильные, вместе с тем, это как раз рынок. Мы за то, чтобы как раз рыночными методами устанавливать цену на электроэнергию для предприятий именно. В этом случае мы видим, что реально есть снижение в общей сложности. Может быть, потом уже нет такого серьезного снижения, так? Но говорить о том, что у нас повышение есть, тоже не приходится. Кажется, у нас только один вертолет по республике, пишет мне Айталына Неустроева, который тушит пожары. На самом-то деле, если уж быть честными, у нас вообще нет специализированных вертолетов для тушения пожаров. Тут у нас сегодня в республике работает 2 таких вертолета, они привлечены по линии МЧС и Хабаровского управления МЧС. На самом деле есть система, скажем так, расположения по стране такой специализированной техники, и по Дальнему Востоку она сосредоточена в Хабаровске. Вот. На сегодняшний день пока достаточно. Вот. Будет необходимость, будут привлекаться, но я думаю, что 2 вертолета нам вполне хватает. Вот. И еще раз говорю, что не все пожары можно с вертолета потушить. Вот это прошу правильно понять. До многих пожаров просто невозможно долететь даже на вертолете. Вот. К особенности, которые идут у нас тут в наступной местности. Так. Опять выделение жилья. Как раз здесь люди пишут, что в таких моментах надо как раз по жилью особенности просто судиться. Это приносит гораздо больший результат. Так. На все цены поднимаются, когда будут расти зарплаты. Но зарплаты у нас в республике растут по прошлому году, в том числе и по бюджетникам очень серьезно выросла. Так, а по частному бизнесу, по предприятиям тоже есть. Так, вопрос по асфальтированию с Чурапчи до Нижней Бестяха. В рамках работ по дороге Колыма эти работы будут проводиться. Вот. Планы есть. Сейчас основные силы пока брошены на дорогу Лена, так, по которой идет очень серьезно, быстрыми темпами асфальтирование. Надеюсь, что и по Колыме, и по Вилюю, по дороге Вилюю, эти работы тоже будут уже потом ускоряться. Так. Строительство ЛЭП-220 Сунтар-Нюрба. Строительство обязательно будет сделано. Так, у нас, к сожалению, немножко замедлилась реализация проекта из-за того, что решением федеральных органов власти сейчас ликвидирована компания ДВЭК, которая должна была этим проектом заняться. Но у нас сейчас активно идет работа по заключению концессионного соглашения по строительству
Сунтар-Нюрба в габаритах 220 киловольт. С другими компаниями крупными, так, и мы надеемся, что в сентябре на Восточном экономическом форуме мы, может, уже какие-то на решения будем выходить. Так, какой у вас любимый сериал, спрашивает Тамерлан Васильев. Так, «Игры престолов» люблю. Так, это, наверное, сегодня могу сказать, что это любимый мой сериал. Вот недавно смотрел «Чернобыль», так, тоже понравился. Занимаетесь ли вы в спортзале? К сожалению, нет, потому что времени катастрофически не хватает. Я освобождаюсь с работы часов в 10, там, знаете, вот единственное желание домой до жены и дочери доехать. Так, где-то зарплату уменьшили бюджетным работникам централизованной бухгалтерии. Правда, не пишут, где конкретно, так, ну, надо разбираться. Вы потом в личку более подробно напишите по этому вопросу. Так, вопрос по строительству второй очередь цирка, когда будет решен? Пока не в ближайшие годы, это точно так. Хотя в планах это есть, но не очень быстро. Алмазогранильную промышленность надо развивать. Конечно, надо развивать. Так, мы выступаем за это. И, конечно, усиление отечественной огранки, в том числе огранки в республике, это один из наших приоритетов. Уверен, что с помощью таких компаний, вот как APL Diamond, вот сейчас GGK работает у нас, ДДК, вот с IBM сейчас заработал в Кангаласах, мы все-таки в этой части будем двигаться вперед, а не отходить как назад, как было последние все годы. Так, какие 3 вещи вы бы взяли с собой на необитаемый остров? Хороший вопрос. Ну, взял бы якутский нож, взял бы увеличительное стекло, чтобы огонь разжигать, ну и котелок, чтобы варить там то, что поймаю, добуду. Так. Вот по укреплению берега на пригородно спрашивают, я уже ответил, что сейчас вот мы надеемся, что все-таки агентство по водным ресурсам федеральное при предоставлении проектно-сметной документации нами туда все-таки деньги выделит на укрепление берегов в районе города Якутска. Это и Табага, и Хатасы, и пригородный. Так, здесь опять по зарплатам, по заплаткам, по асфальту вопросы. Так, это надо смотреть. Так, средний состав медицинских работников, очень маленькая заработная плата. Слушайте, я смотрел среднюю заработную плату, там не скажу, что она низкая, так, она как в целом по республике у нас порядка 60. Так, существует ли программа переселения из арктических улусов ветеранов тыла? Такой специальной программы нет. Вместе с тем, вот в рамках и переселения из аварийного жилого фонда и других программ, все-таки мы считаем, что люди, особенно вот старшего поколения, которые хотели переехать в другие районы республики, более климатически благоприятные или в другие даже регионы, такое право должны получить. Двойные сплошные спрашивают по дорогам в Якутске. Вот, знаете, я тоже сам-то не вожу, но езжу, вижу, да, иногда говорю водителю, а что ты здесь не хорошо? Он мне говорит, двойная сплошная. Вот, что-то их много стало, честно, да, я вот еще уточню все у министра МВД, что у нас случилось такого, что все дороги стали у нас двойной сплошной. Так, какие работы ведутся по предотвращению паводка? Друзья, но паводок невозможно предотвратить, это природная стихия, так, она если придет, то придет. Другой вопрос, что мы достаточно большие работы проводим по превентивному ослаблению льда. Если необходимость есть, взрываем. Ну, в этом году я считаю, что погода нам благоволила, и хотя мы прогнозировали очень тяжелую ситуацию по паводку, мы обошлись с минимальными потерями. Практически их у нас, можно сказать, даже не было. Почему продлили срок ремонта улицы Чайковского? Но Чайковская на самом деле по проекту должна была делаться в 2018-2019 годах. И надеюсь, что в установленные сроки будет все закончено. Так, как вы видите развитие Нижней Бестяха? Нижняя Бестяха это будет крупнейший транспортно-логистический центр всей центральной Якутии, не только ее, а тот регион, у нас узловая станция, через которую как раз вот будут проходить наши железнодорожные составы с грузами, которые потом через Ленский мост будут и в Западную Якутию доставляться, через речной порт пойдут на север, и по дороге Колыма пойдут также и на восток. А вообще обсуждаются уже сейчас планы, долгосрочная стратегия с тем, чтобы железная дорога на Нижнем Бестяхе не остановилась, а пошла дальше в сторону Магадана.
Так, бюджет республики следующего года дефицитный, как в этом году, или кризис закончился наконец? Ну, вы знаете, дефицит бюджета – это ничего страшного в бюджете, в дефиците бюджета я не вижу, так он может быть даже таким дефицитным. Это значит, что мы определенные средства вкладываем как раз в развитие. Так, и проблем с этим нет. Другой вопрос, что, конечно же, в следующем году у нас мы ожидаем, что доходов может быть меньше, если это будет связано как раз с тем, что курс доллара у нас сильно не растет, так для нас-то выгодно, чтобы он рос не быстро, так, но какими-то темпами, а он сейчас падает. А мы валютно, экспортно ориентированная республика. Ну и второе, что все-таки цены на алмазы на мировом рынке достаточно серьезно в этом году просели, и по дивидендам, по крайней мере, по прошлому году, следующему году у нас определенное уменьшение, наверное, будет. Так, когда будет асфальтовая дорога на 202-203 квартале? Ну, работы уже в этом году начинаются, и я уверен, что город с поставленными задачами справится, и у нас в ближайшие 2 года асфальтирование и улицы там Ефимова, Ларионова, Сорну Малона, оно будет завершено. 19, 20, 21 год. Так, поддержите балетную школу, пожалуйста. Мы балетное училище наше всегда поддерживаем, так и уверен, и дальше будем поддерживать. У нас очень талантливые дети. Вот, когда руководитель Сириуса сюда приезжала, Шамилева, она как раз с восхищением говорила именно о детях нашего хореографического училища. Потому что вот это как раз та модель, которую мы должны здесь отрабатывать как раз для работы с одаренными детьми на федеральном уровне. Вот. Та система, которая сейчас у нас в хореографическом училище балетном вот такая выстроена. Поэтому и сейчас поддержка есть, и дальше будет. Так, вы всех добавляете в друзья ВКонтакте и Одноклассниках. Вы знаете, коллеги, я не тот человек, который кого-то удаляет там специально или там почему-то не добавляет друзья. Обычно добавляют, да. Когда сироты получат квартиру в Алдане? Ну, у нас по плану все получают. Если есть какие-то задержки, еще раз говорю, обращайтесь сюда, можете в личку писать, так, мы обязательно смотрим. Если какие-то нарушения есть, то мы и органы прокуратуры можем подключить для реагирования на такие случаи. Так, оптимизация опять малокомплектных школ ведется очень активно. Да, на самом деле никакой оптимизации, сокращения, закрытия малокомплектных школ не будет. Ни одна школа вообще в республике не будет закрываться. Это вот все раздувают те люди, которые теряют сейчас свои, вы знаете, теплые насиженные места. Я всегда говорил и буду говорить, зачем нам нужны школы? Школы нужны, чтобы учить детей. Зачем нам нужны больницы? Больницы нам нужны, чтобы качественно лечить людей. Зачем нам нужны объекты культуры? Для того, чтобы мы могли там насладиться произведениями искусства. Вот, постановками, спектаклями, концертами. А мы, к сожалению, вот все время пытаемся превратить их в то, что школы и больницы, и дома культуры нужны, чтобы люди там работали и получали заработную плату. Вот если мы немножко, еще раз говорю, нормальный вопрос поставим, то мы поймем, что именно в части улучшения качества услуг и образовательных, и культурных, и услуг медицины мы должны работать. Вот наша главная задача, чтобы эти услуги были лучше оказывались. А когда у нас просто огромные штаты раздуваются, так, а качества никакого, причем не только и не столько в малых деревнях, к ним, кстати говоря, меньше всех вопросов, а вот даже в крупных городах, то вот просто мы понимаем, что там теряются не миллионы, не десятки и не сотни миллионов, там теряются миллиарды, десятки миллиардов рублей по всей республике. Поэтому этому, конечно, будем бороться и этому будем ставить препоны. Так, опять жилье по ветеранам, жилье по сиротам. Так, конкретные вопросы, надо их потом будет нам посмотреть и понять, кому и что. Но на самом деле по сиротам, еще раз говорю, программа работает. В АИ, когда нет лицензии, когда будет? Вопрос к городу Якутску, потому что, к сожалению, сегодня они пока никак не могут с строителями, вот, со своими частными партнерами заключить договор аренды. У них там уперлось какие-то финансовые взаимоотношения, но я вчера с Даней Владимировной посоветовал все-таки в первую очередь руководствоваться не интересами там какими-то финансовыми, бюджетными, хотя это тоже очень важно, а в первую очередь руководствоваться интересами тех детей, которые 1 сентября должны пойти в эти школы, должны пойти в эти детские сады. Это у нас не только Аниковата, это и 6-я школа, это у нас 25-я школа, это у нас детские сады, которые мы с ней вводили, так. А сегодня существует реальная угроза, что если договора аренды не будет, то лицензии у этих учреждений не будет. Ну, уверен, что
решение будет найдено, и на самом деле договор этот будет заключен, а в конечном итоге вот еще раз самая главная задача, чтобы дети пошли в школы и детские сады 1 сентября. Так, коллеги, ну вот еще половину, ну, у нас уже час почти прошел, вопросов поступает очень много, так, хочу всех поблагодарить, тут очень много разных предложений, вот Антон Васильев написал, что Якутско-Осетии не трогайте, так, но никто их не трогает, так, это нормально все. Вот, но что хочу сказать, мы прямые эфиры будем, вот как договаривались, продолжать, будем выходить, в любом случае пишите в личку, пишите в мои социальные сети, и в Facebook, в Instagram, ВКонтакте, в Одноклассники. Мы будем отвечать. Сейчас я попросил своих коллег, ну, вот по администрации главы, с тем, чтобы на те вопросы, которые поступают, более оперативно ответы давали уже с других аккаунтов, официальных аккаунтов правительственных служб, для того, чтобы люди, которые ко мне обращаются, тоже соответствующий ответ получали. Поэтому всего самого вам хорошего. Большое спасибо за то, что смотрели эфир, задавали вопросы. Извините, что не всем ответил. Уверен, что дальше у нас такая же работа будет продолжаться. Всего хорошего, до свидания.